Эмомали Рахмон допросил сотрудника таможни и уличил его во лжи. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил таможенника к микрофону и спросил, сколько домов и машин он имеет, где учился, и, уличив его во лжи, велел уволиться со службы. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовой, банковской, таможенной и налоговой допросил сотрудника таможенной службы Шахбоза Раджабзада и уличил его во лжи. Сюжет с диалогом президента с указанным сотрудником таможни был показан в телевизионном сюжете по центральному государственному телеканалу Таджикистан. Эмомали Рахмон пригласил таможенника к микрофону и спросил, сколько домов и машин он имеет, где учился, и, уличив его во лжи, велел уволиться со службы. Раджабзада работает на своей должности год и 8 месяцев. Эмомали Рахмон спросил, сколько машин приобрел таможенник за это время. Тот, в свою очередь, сказал, что одну, однако президент республики уличил его во лжи, подчеркнув, что у него есть данные о наличии у Раджабзада 2 машин. Также президент Таджикистана спросил у сотрудника таможни, где он окончил учебу. Получив в ответ, что российскую дипакадемию, Рахмон вновь заявил, что госслужащий врет. «Исключили тебя за неуспеваемость. Почему говоришь от имени детей руководителя страны? Вот он молодой кадр. Грехов у тебя больше, чем волос на голове. Понял? В какой структуре ты бы ни работал, тебя отовсюду увольняли. А как приняли на эту работу, я не знаю. Никому не подчиняется, даже не здоровается. Что спустился с небес? Закон для чего и для кого? Безгрешен? Не имеешь недостатков», — заявил Рахмон. «Пойдешь, напишешь заявление, и уйдешь. Учитывая твои молодые годы, иначе сел бы в тюрьму, не меньше, чем на 15 лет. Возвратишь деньги, которые перевел за рубеж», — завершил диалог президент Таджикистана. В ходе встречи Эмомали Рахмон выразил серьезную озабоченность неудовлетворительным ходом реформ в сфере управления государственными финансами. Несовершенство системы налогового администрирования, повышение дисбаланса, снижение доверия населения к банковской системе и банкротство 4 банков страны, несоответствие требованиям времени, профессиональный уровень кадров финансовой, бюджетной, налоговой и денежно-кредитной сфер вызывают серьезную озабоченность, заявил он. Эмомали Рахмон потребовал от руководства соответствующих ведомств качественного исполнения программ, касающихся финансовой, банковской, налоговой и таможенной отраслей. Министерству финансов надлежит принять необходимые меры в направлении эффективной реализации реформ. Министерству финансов президент поручил в течение 2 лет полностью внедрить информационную систему управления госфинансами и реализовать цифровые технологии на всех звеньях государственного бюджета и местных уровнях, а также регулярно представлять правительству отчет о выполнении работ в этом направлении. Министерству финансов необходимо с целью оптимизации расходов государственного бюджета провести оценку эффективности и целевого использования средств, выделенных из бюджета для различных сфер, организаций и учреждений, и осуществлять постоянный мониторинг в этом направлении, заявил глава государства. Эмомали Рахмон также указал на основные проблемы банковской, налоговой и таможенной сфер и подверг критике деятельность налоговиков на местах, поручив принять конкретные меры по устранению недостатков.